Ну что ж, добрый вечер, дорогие друзья, дорогие болельщики, любители футбола. Я, Владислав Франкевич, приветствую вас со стадиона «Спартак», который находится в Бобруйске. И сегодня у нас 22-й тур женской высшей лиги, где сыграет местная бобруйчанка с Витебском. Достаточно интересный матч нас ожидает, и сразу позволю представить себе стартовые составы команд. Начну с хозяев. В воротах номер 1 Маховская Татьяна, 11 Луцкевич Катерина, 14 Горбунова Зоя, 16 Амур Прешес, 21 Гаврилина Татьяна, 23 Гаврилина Ольга, 29 Доля Диана, 31 Нисковцева Ольга, 35 Утуфе Гефтьели, 41 Гуанси Чуси Мишель, 77 Кучинская Катерина. Главный тренер команды Касаткин Николай. Ну и у Витебска сегодня тоже достаточно грозный состав. В воротах номер 16 Скрипунова Ангелина и полевые игроки. 3 Романович Виталия, 4 Олещенко Яна, 6 Рай Яна, 8 Романчук Каролина, 10 Якушевич Александра, 17 Бузинова Елена, 19 Качан Елизавета, 21 Игруша Анастасия, 22 Сидорчук Анастасия, 77 Верхолайцева Екатерина. Главный тренер команды Майоров Антуан. Да, в любом случае, поговорим мы еще и про тренерскую скамейку сегодняшней встречи. Но пока позволю представить еще и главных судей, которые обслужат сегодняшний матч. Главный судья Тарасюк Денис и его помощники Липовик Александр, Осталук Дмитрий, Захаров Игорь. Ну что ж, прозвучал стартовый свисток, и сразу Витебск пытается нестись вперед, но тут действительно матч, который имеет очень важное значение для одной и второй команд. Посмотрим, как проявит себя подопечные нового тренера Майорова Антуана. Да, знаем мы, что ушел Сергей Вехтев. Возглавлять, скорее всего, какой-то клуб из России. Но Витебск тоже не теряет очки. Последние матчи показывают, что действительно команда крепкая и может соперничать. И вот атака через левый фланг. Ну, не совсем точно там получается. И сейчас борьба на фланге. Да, выигрывает эту борьбу Гаврилина Татьяна. По 21 номером играет. Ее можно легко перепутать с Ольгой. Ну и вот. Видим мы, как не получается сразу же вступить в игру бобруйчанки. На самом деле располагает и одна, и вторая команда достаточно сильными составами, как я уже говорил ранее. И прямо сейчас бобруйчанка идет на 6-й позиции. 28 очков в активе команды. Действительно трудно достать пятерочку, но сохранить шестое место тоже достаточно уверенно можно это сделать. Пока атака бобруйчанки. Прострел не получается. Ну что, и бить нужно. Бьет 31 номер. Пролетает мимо мяч. Нисковцева Ольга, знаем мы ее удар. Действительно, Нисковцева одна из самых игроков, которых могут хорошо пробить. Может и убежать она, поэтому сегодня за ней можем и пристально понаблюдать. Нисковцева с мячом. Не получается точная передача. И посмотрите, как в центре нападения достаточно хорошо действует Доля Диана по 29 номером. Много прессинга от нее исходит. И действительно такая неразбериха есть. А тут фол в центре поля. На газоне оказывается Верхолайцева Екатерина. Один из самых опытных игроков Витебска. Заброс вперед. Гаврилиня. Да, и покидает мяч. Пределы поля. Так вот, что касается очковой зоны. Витебск располагается прямо сейчас на 8-й позиции, имея 16 очков в своем активе. Но и есть шанс вот сегодня, допустим, обыграть команду из Бобруйска и тем самым подтянуться до команды БФФ, у которой всего лишь 20 очков набрано. То есть борьба вот еще есть в любом случае за 7-8 место, да и за 6 тоже, если Бобруйчанка, конечно же, будет достаточно плохо
играть в следующие игры, то есть возможность у БФФ и у Витебска подтянуться. Ну, посмотрим, как сегодня и команды сыграют между собой. Ну и вот по стандартной схеме Касаткин Николай, главный тренер Бобруйчанки, сидит на скамейке запасных. Но вот Майоров Антуан, новый главный тренер, действительно руководит с тренерского мостика. Последние встречи этих команд достаточно тоже получились результативными. Мне посчастливилось комментировать первую встречу этих команд в нынешнем чемпионате, когда здесь же в Бобруйске, только на другом стадионе, принимала Бобруйчанка Витебск. Со счетом 3-2 закончился тот матч. Много забитых голов было, и видели мы, что действительно хороший отпор Витебск на тот момент давал Бобруйчанке, но сезон только начинался. После чего 27 июня Бобруйчанка поехала в Витебск и, не разгромила, но действительно забила очень много голов. На тот момент матч закончился с таким счетом 3-6. Бобруйчанка одержала победу, и вот сейчас очередная встреча этих команд. Многие, конечно, говорят, опасно сейчас до Лидиана прорывается. Но это корнер. Да, угловой, конечно же. Так вот, многие говорят, что в этой встрече все-таки Бобруйчанка предпочтительнее смотрится еще и со своими болельщиками. Но вот по ходу последних игр Витебска я могу сказать так, что Витебск набирает действительно хороший ход. Пускай это уже близится дело к концу чемпионата, но мы видим команду, именно командное действие. Итак, у нас угловой. Первый угловой в матче. Анисковцева у мяча. И тут пролетает мимо мяч. Да, не Анисковцева подавала, прошу прощения. Конечно же, это Кучинская Екатерина была у мяча под 77 номером. Привыкли мы действительно видеть, что Анисковцева тоже достаточно часто подходит к стандартам. Хотя, да, в любом случае, 77 номер с хорошим ударом, с хорошим навесом. Кучинская Екатерина тоже в Бобруйчанке есть. Верхолайцева. Пас-центр. Игруша. Ну и вот там достаточно спокойно забирает Маховская мяч в руки. И далеко вперед отправляет мяч. Романчук. На Скрипунову. Анисковцева. Хороший пас. Сейчас последовал на Прешес. Прешес в центр отдает. Не решилась она бить. Очень странное решение сейчас от Прешес было. Бузинова. Бузинова с мячом. Бузинова. И подсказывает Майоров Антуан, если вы слышите, не знаю, как нужно действовать своим подопечным. Чуть шире стать, и действительно так. Нужно чуть успокоиться, подержать мяч под своим контролем. Маховская с мячом. Видны вот эти уже тактические игры между командами.
Сидорчук сюда на правый фланг. Но ПК не добирает. Вот Качан Елизавета чуть быстрее нужно действовать ей. Скрипунова. Хорошо. Не получается Бузиновой. Романчук. Романчук, ну не точно делает передачу. Гавриления перехватывает. Горбунова назад. Игруша хорошо действует. Вот тоже есть момент очень важный про Игрушу. Если 21 номера Витебска, можно сказать, что достаточно классные отрезки она выдает по ходу этого сезона. Бывают матчи, конечно же, как и у всех футболистов. Такие ничем незаметные, но вот у Игруши действительно сезон получился на ура. Я не удивлюсь, если она, либо кто-то еще из Витебска в плане вот той же Бузиновой может покинуть клуб по окончанию сезона, поскольку хорошо девушки себя проявили. Туфигефтьели ошибается, и тут вот... Хорошо, сейчас Сидорчук действует на Бузинову. Бузинова кружится. Бузинова хорошо. Есть подача в штрафную и дотягивается кончиками пальцев сейчас Маховская. Кидает мяч в пределы поля. Хорошо, сейчас тут прессинг вступила Романович Виталия. И у мяча сейчас 19 номер Качан Елизавета. Качан. Сидорчук хорошо отыгралась. Сидорчук. Но не тянуть нужно резину. Хорошая подача. И не получилось третьего номера Романович Виталий подуспеть к мячу. Защитники выбили его. И вот хорошая может получиться контратака. Чуть быстрее нужно действовать только в Бручанке. Но Лидиана там, посмотрите, какой классный прессинг она включила. И вынуждает ошибиться Романчук Каролину. А тем временем чуть больше болельщиков на стадионе становится у нас. Это очень приятно. На самом деле, да и погода радует. Дождь закончился, солнышко светит. Тут такое... Вырезала на передачу, конечно, до Лидиана. Браво. Чуть быстрее нужно действовать было. Пока такая скученность есть у игроков. Луцкевич как тут хорошо действует. Посмотрите, 11 номер, но не доработала. Гуанси Мишель, да, как точно вырисовывает передачи. По-капитански сейчас сыграла Якушевич Александра. И пока вот первый, наверное, такие вот большой такой отрезок времени. Богручанка держит очень долго мяч. Здесь Анисковцева. Как хорошо оставляет она мяч под удар. И залетает мяч в ворота. Залетает мяч в ворота на 13-й минуте встречи. Счет открыт. Дольдян забивает этот мяч. Прыжок Роналдо. Без разбега, но тоже неплохо. 1-0, ну, наверное, да. Это первый опасный такой момент и сразу же гол. Очень долго не могли отобрать мяч
витебчанки и за это поплатились. Они забит пропущенным мячом. Хорошо, здесь борьба идет. Отличный перехват сейчас у Витебска. Можно, Олещенко, можно делать. Но в ножке вот у Фигефтьели, конечно же. Анисковцева. И ускоряется сейчас Прешес. Прешес с мячом. И удар от Гаврилени. Заблокирован мяч. Браво. Сейчас, можно сказать, Якушевич Александре. Скрипунов вперед выбивает мяч. Нормально Олещенко сыграла сейчас. Решес. Тут Фигефтьели. Гавриленя вперед. На газоне. Сейчас оказывается еще один из игроков Бобруйчанки. И Кучинская тут как тут у мяча. Знаем мы, как бьет Кучинская. Забивала она очень много стандартов в этом сезоне. Хороший у нее удар. А еще с учетом того, что Скрипунова достаточно низкорослый для вратаря игрок. Но идет такая подача. В штрафную. Дальний удар. Забирает Ангелина Скрипунова мяч. Ну и вот, под контроль все-таки мяч перебирается по истечению вот этой 16-й минуты к Бобруйчанке. И пока Витебск нащупать свою игру не может. Ну и не скажу, что и Бобруйчанка тоже так уверенно действует. Непонятно сейчас вот зачем-то настолько быстро пытался Качан разыграть этот мяч. Прешес. Тут с поддержкой Долидианы она может действовать налево. Долидиана, дальнюю нужно передачу делать. Скорее всего, так и будет. Заблокирован. Долидиана. Побыстрее, побыстрее нужно действовать. Сидорчук. Теряет мяч Сидорчук. Вот такой вот. Сейчас Мишель сделала удар. Ну и светит солнышко. Прямо сейчас. Скрипунова Ангелине. Далеко выносит мяч. Ну и пока вот, честно так сказать, да, медперсонал подзывают. Оказывается, на газоне после такого столкновения 19 номер Витебска и шестнадцатый
бобруйчанки. Вроде все в порядке с игроками. Просят их покинуть пределы поля для того, чтобы вернуться уже с разрешения судьи. Только чуть позже, пока 10 на 10 играют девушки и кучинского мяча. Дальний удар. Выше ворот летит мяч. Да, вот о чем и речь. Левым флангом нужно пытаться атаковать прямо сейчас Витебску, поскольку правый как-то, ну, не получается. Вот эти атаки, которые были. Первые, наверное, 2 минутки Витебск пытался что-то сделать на левом фланге, после чего перестал. Ну и вот сейчас практически до 20-й минуты только через правый. Посмотрим, посмотрим. Возможно, какие-то изменения сделают тренерский штаб Витебска еще даже по ходу первого тайма. Но сейчас с нарушением правил действуют тут игроки бобручанки. И Сидорчук срабатывает на себе. Очевидно, штрафной. Сидорчук. Не точно Сидорчук. Прешес. Анисковцева. Анисковцева. Долидиана. Прешес. Долидиана. Дальний удар. Справляется с ним сейчас Скрипунова Ангелина. Хорошо действовал 16 номер. Хорошая подача. На Долидиану летел мяч. Ну и что, есть шанс у Бузиновой убежать. Витебску чуть быстрее нужно передвигать мяч, пока полностью защита не восстановилась. Верхолайцева с мячом. Бузинова. Рай. Снова Рай. Никого в штрафной нет. Кому пасовать? И такой дальний удар. Решается Рай. Ну, браво. Браво. Хорошо действовало прямо сейчас. Ну что, Бобручанка начинает очередную свою атаку. Анисковцева на левый фланг. Заблокирован мяч. Вот у Фигефтьели направо. Долидиана. Офсайд фиксирует помощник судьи. Но тем временем большая половина
первого тайма сыграно. Пока по игре действительно бобручанка чуть сильнее. Чуть сильнее. Не на голову, ну. Хорошо, сейчас мяч загрузили в штрафную Скрипуновой, но нашел он своего адресата. Долидиана с разворота бьет. Скрипунов мяч в руки забирает. Туфигельсели как будто без прыжка даже справляется с этой верхней передачей. Прешес. Долидиана. Очередной офсайд. Рай. Бузинова. Хорошо на Рай. Сидорчук тут может побороться. Ну что, нет свистка. На газоне Сидорчук. Подзывает медперсонал. Ну вот, сложно сказать, было ли там нарушение правил. Но Сидорчук боролся до конца. И там как столб действительно Туфигевтьели перед ней появилась. Будем надеяться, что все хорошо. Сидорчук сможет продолжить на игру. Но пока что пределы поля покидает Сидорчук. Посмотрим, что там скажет ей медперсонал. Ну вот, Анисковцева далеко вперед. Пыталась выбить этот спорный мяч. Рай. Там Романович на левом фланге действует, но не совсем активно сегодня. Бузинова. Там закрыто Анисковцевой полполя. От правого фланга до центра. Прешес. 1 в 1. Хорошо. Долидиана с мячом. Дальний удар Мишель наносит. И угловой удар. Возвращается Сидорчук. И это хорошо для Витебска в любом случае. Анисковцева грузит. И Браус Скрипунова забирает мяч в руки. Быстрее нужно действовать. Рай. Игруша. Удар с разворота даже сейчас у нас есть.
Бузинова. Сейчас впервые за такое долгое время перешел только Витебск на чужую половину поля. Луцкевич Екатерина у мяча. Долидиана. Прешес. Надеялась на подставление ноги это Несковцевой, но этого не вышло. Романчук. Нормально оставляет она мяч вратарю. Достаточно интересно получились предыдущие матчи у этих команд. В прошлом туре Бобруйчанка на выезде уступила Минскому Динамо 4-0. Закончилась та встреча. А Витебск тоже ездил в Минск к столичному клубу. И вот опасный момент. Браво, 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 говорю я, Скрипуновой. Вот это вратарь, конечно. Сегодня Скрипунова действительно лучше в составе Витебска. Так вот, Минск-Витебск. Встреча закончилась 6-1. Достаточно долго Минск не мог, так сказать, разыграться, нащупать свою игру. И вот там действительно только в последние 20 минут посыпались голы. А до этого все было куда сложнее. Когда и забить сегодняшнему Витебску даже один мяч, вот такой Витебск смог. И это действительно большое достижение для команды. Поэтому действительно можно посмотреть сегодня, как сложится дальнейшая судьба команды. Перед этим Бобруйчанка также играла в Минске против команды БФФ 0-1. Там они выиграли. Ну и та борьба действительно была тоже очень важная. Особенно для минской команды. Бобруйчанка таким образом вот и сумела уйти в отрыв 8 очков от столичной команды. Витебск же сенсационно 2 тура назад выиграл Зорку 2-1. И вот это еще один показатель того, как команда может играть. Там был последний матч Сергея Вехтева. Кучинская. Хорошо получилось сейчас. И вот такой вот удар закрученный был. Но мимо ворот пролетел мяч. Гавриленя. Вперед на Долидиану. Долидиана. Ой, как классно сейчас сыграла. Качан. Прешес. 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 Бузинова. Качан.
Кучинская. Ну и вот, можно подержать мяч, почувствовать его. Витебск сегодня вообще слово контроль отсутствует у команды, к сожалению. И вот это вот, и поэтому игра не получается. Тем временем 10 минут. Чуть больше остается до конца первого тайма. Долидяна тянет мяч. Хорошо она в центр адресовала передачу. Мишель. Горбунова. Офсайд. Офсайд. Гаврилине Ольга забежала в него. Якушевич здесь со Скрипуновой играют. Неточная передача. И Горбунова с мячом. На Несковцева на Гавриленю. Гавриленя там не успевает для мяча. Романчук была чуть раньше на мяче и отлично справилась. Долидяна. Слишком плохая передача сейчас последовала от Гаврилени. Хороший отбор сейчас сделал Луцкевич. Прочла эту передачу. Сидорчук. Верхолайцева. Снова Верхолайцева. Бузинова. Негруша там до мяча не успевает. И вот здесь хорошая может получиться атака. Нет, браво, защита, браво. Нет пока вот этих вот связующих звеньев. Сегодня в игре Витебска между защитой и полузащитой. В любом случае этого не видно. Не доходит мяч от линии к линии. Если говорить вот даже, да, так, если вы спросили о худшем игроке первого тайма у Витебска, то практически можно выделить всех, кроме вратаря. Отличная игра вратаря Скрипунова сегодня. Но вот остальные, конечно, Романович, третий номер, вообще практически бездействует. А кто действует? К примеру, вот та же Качан, да, много ошибок. Много ошибок слишком. Браво еще в центре. Есть что-то в центре защиты есть. Какая-то сила. Идет подача. Аут. В пользу Витебска. Качан на мяча. Быстрее нужно действовать сейчас Витебску. Рай. Хорошая передача туда на Бузинову, но уже сил не остается бежать. Ни у Олещенко, ни у Рай. Маховская вынесла этот мяч. Прешес. Прешес с мячом. Хорошо действует Прешес. Ну, непонятно, эти передачи очень странные.
Луцкевич. Сильную передачу вырисовывала она. Анисковцева. Вышла мяч. Ну, такая вот перепасовка мячами есть у нас на поле. Достаточно странно видеть вот команд такую игру. Действительно, 1-0 это практически еще ничего не значит. Витебску нужно бежать, завоевывать 3 очка. Бобруйчанки тоже увеличить свое преимущество, поскольку одна ошибка стоит очень многого. Игруша. Качан на Бузинову. Очень хорошо сейчас смогла действовать Рай. Но и тут даже за мяч поборолась. Она до самого конца эпизод отыграла. Молодец. Ну и вот, если есть разногласия у Витебска, я понимаю, но даже здесь сейчас высказывает недовольство Анисковцева своим партнерам по команде. Таки ждать не нужно, нужно бежать к мячу. Не спешит сейчас 14 номер Горбунова Зоя. Туфигицьеле. Кучинская. Якушевич убивает мяч, не точно. Снова Туфигифтиеле. И очень классно сейчас видно расстановку Бобруйчанки. Чески. В 3 таких действительно нападающих они играют. Мишель. Корпус подставляет. Не проигрывает эту борьбу. Бузинова. Хорошо. Игруша. Бежать вперед нужно. Игруша. Там может Олещенко тоже уцепиться за мяч. Но Игруша против Туфигифтиели проигрывает эту борьбу. И ну вот здесь вот тоже неплохо. На газоне лежит 41 номер, Мишель. Сможет продолжить игру. 41 номер, отлично. Что правый фланг Бобруйчанки, что левый у Витебска сегодня как будто бы отсутствовал в первом тайме. Это действительно так и есть. Буквально минута остается до конца
первого тайма. Ну и какие-то, если делать вообще выводы, я думаю, что последуют замены. И будут тактические изменения не только у Витебска, но и у Бобруйчанки. Есть что поправить. Особенно атакующие действия Бобруйчанки. Действительно, все передачи идут в центр. И оттуда выносятся защитниками Витебска. Много было угловых, тоже угрозы от них не было. А пока опасный момент. Не скажу, что близко до чужой штрафной. И до чужих ворот тем более, но есть шанс уцепиться и выиграть этот вот забитый мяч под конец тайма. Так, разыграли сейчас. Посмотрите, как хорошо. Верхолайцева, идет подача. И удар делает. Браво. Первая такая комбинация хорошая. Минуту добавляет. Главный судья встречи. Тарасюк Денис к этому матчу. Сидорчук. Доставаться мячом нужно. Кучинская вбивает мяч вперед. Лидиана Нисковцева. Нисковцева до Лидиану. Хорошо, хорошо. Продвигаться вперед нужно до Лидиане. Так она и делает. И угловой удар. Последняя минута. Внимательно. Игроков разбираем. Есть какие-то проблемы у Туфи Гефтили с коленом, видим мы. А пока подача от Танисковцева, закручивала она даже в ворота, да, чтобы ножку можно было подставить. Звучит свисток на перерыв. Матч Бобруйчанка-Витебск 1-0. Именно с таким счетом заканчивается первый тайм. Возвращаемся через 15 минут и продолжаем наблюдать за прекрасным матчем, друзья.
Ну что, друзья, врываемся с вами мы на второй тайм матча Бобруйчанка-Витебск. Счет 1-0. Отличная игра по ходу первого тайма от бобруйской команды. Не все складывалось, конечно же, у Витебска. И следует замена у нас. Покидает поле Игруша. Вместо нее Петрова Валерия появится на поле. Игруша получила повреждение вот в первом тайме. И, видимо, именно поэтому принимает клинический состав решение ее заменить. Ну а забила на 13-й минуте Доли Диана по 29-м номером. Хороший гол. И пока что единственный. Атаковала Бобруйчанка весь первый тайм. Ну и действительно, Витебску приходилось порой нелегко. Один момент такой опасный был и у ворот Маховской Татьяны. Но при конце первого тайма. Но там тоже Витебск отличиться не сумел. Скрипунов далеко мяч вперед отправляет. Вот Фигевтели его сбрасывает на партнера по команде. Нисковцева. Гавриленя. Бузинова с мячом. Верхолайцева. Не точно. Кидает мяч в пределы поля. Рай. Гавриленя. Не точно. Сидорчук с мячом. Очень долго возила Сидорчук. И здесь первый на игре все-таки оказалась Луцкевич Екатерина. Фигевтьеле. Кучинская. Вперед. Гавриленя отлично встречается с мячом. Гавриленя. Доли Диана. Она пишет, с передачи проходит. Ошибается 12 номер. Имя ворот летит мяч. Угловой удар. Да, угловой удар. Но опасно было. Посмотрим. Много угловых было по первому тайму. Там Бобруйчанка ничего толкового не показала нам. Возможно, прямо сейчас что-то да и получится у команды Касаткина Николая. Разыграли первый раз за всю встречу Луцкевич. И прострел низом, но ни к чему это не приводит. Скрипунова. Выше прессинг сейчас стал. И далеко вперед. Рай. Разгоняется Рай. Хорошо получается. На Бузинову передача. Бузинова чуть-чуть не успевает. И браво Кучинская. Браво. Сейчас аплодируем и защитнику. Верхолайцева. Сидорчук. Сидорчук любит заиграться. Сейчас она этого не делает. Браво сейчас, можно сказать. 17-му номеру Витебска. Бузинова Еленя. Поборолась до конца за мяч и
Вознаграждение ее ждало. Очередной аут в пользу Бобручанки. Анисковцева. Против нее сразу трое игроков Витебска. Долидиана. Гавриленя. Пас на сестру неудачно. Верхолайцева. Долидиана. Горбунова на левый фланг. Не точно. И вот хорошая может получиться сейчас атака. Романович ее разгоняет. Бузинова стала чуть выше действовать. Вот, по крайней мере, на старте второго тайма, мне так кажется. Часто она убегает вперед. Но там и Фигефтели, и Кучинская сильные игроки. И, конечно же, нелегко в одиночку их пройти. Романчук. Ой, как классно сейчас на Петрова отдает. Петрова бежать нужно. Бежит Петрова. Против нее Гавриленя. Ой, Петрова ошибается, оставляя мяч Рай. Вот так, кажется, индивидуально Витебск на начале второго тайма куда лучше смотрится. Но за счет того, что большое количество брака в команде, Бобручанка значительно предпочтительнее выглядит. Петрова, хорошо. Бузинова. Романчук, Каролина у мяча. А Каролина любит делать такие передачи. На подборе первая Нисковцева. На Гавриленю. Гавриленя может убегать вперед. Романчук покидает мяч поля. Петрова. Ну, Петрова отлично сейчас играет. Хорошо влилась она в игру. Действительно, Лера молодец. Верхолайцева на Петрову. Долидиана. Гавриленя. И классно сейчас 8-й номер поборолась за мяч. Вытеснила Гавриленю она. Татьяну. Чуть быстрее нужно действовать сейчас. Витебску. Рай. Анисковцева. Против нее Романчук. Гавриленя. Подача. Удар головой не точно. Не точно. Вот из игроков, которые хорошо играют наверху, то, конечно же, это Фигефтели. Центральный защитник в нападении не все так гладко. Ни Пешиш, ни Долидиана. Достаточно хорошо так подстроиться под мяч не могут. Не стоит отметить, что Фигефтели еще и достаточно высокорослый игрок, 187 сантиметров.
Петрова, Петрова. Гавриленя. Дают теннисковцев смотреть, прицелиться, адресовать передачу. Ну вот просто лучше играют игроки бобруйчанки, но моменты не создаются. И вот сейчас, возможно, мог бы быть, но Плешец ошибается. Романович. Бузинова. Бузинова, хорошо. Ждет она помощи. Неточная передача от Романович. Романчук. Анисковцева. Не успела Петрова под мяч. Гавриленя. В сторону ворот отправляет мяч, но там никто за него не зацепился. Скрипунова держит мяч в руках, думая, куда его можно адресовать. Долидиана не успевает под мяч. Защитники приезжают ее. Плешец ошибается здесь. Романчук. Бузинова. Бузинова может убегать. Быстрее нужно двигаться Бузиновой. И дальний удар от Бузинова. И залетает мяч в ворота. Вот это красавец. Гол на 58-й минуте. Что творит Бузинова? Что творит? Ну, это гол Маховской. Это гол Маховской, 100% гол вратаря. Заснула Татьяна. Ну, сейчас посмотрим, как Бобруйчанка бежит вперед. Это очень интересно. Вот здесь вот тоже могли еще и дубль сделать сейчас витебчанки. Ну и Бобруйчанке нужно действовать. Нужно действовать. Это их полностью матч. И я уверен, что Касаткин Николай сейчас не довольствуется на скамейке запасных. Очень-очень плохо играет его команда. Вот тут не на сохранение нужно играть, а на увеличение счета. Тем более Витебск позволяет сегодня так играть. А не использовать моменты, это плохо. Кучинская хорошо сейчас
Петровой забирает мяч, но аут в пользу Витебска. Бузинова. Там, да, в руки взяла. А мяч на линии был. Да, был на линии мяч. Куда все ушли, алло? Этот сам Качан, где ты? Еще Катя здесь, вторая, Катя. Романчук у мяча, и очень сейчас притих для того, чтобы послушать все-таки Майорова Антуана. И вот это стандарт. А вот это стандарт. Очень опасно. Очень опасно у ворот бобруйчанки. Ближе туда, где последний. Ну что, Раю мяча. Удар. Отбивает сейчас мяч голкипер Маховская Татьяна. Игра продолжается. Якушевич. Романчук. Путуфигифтьеле. Прессинг сейчас мы видим. Редко кто прессингует. Вот у Фигифтьеля вот настолько. Очень редко. Я впервые за долго матчей вижу, когда вот у Фигифтьеля не могла выйти из-под прессинга. Бузинова. Против нее Гавриленя. Вторая Гавриленя. Двух Гаврилень Бузинова обыгрывает. И снова на них натыкается. Долидиана. Теряет мяч без нарушения правил. Действует Витебск. На газоне Долидиана, но пока не дает главный арбитр свисток. Нужна пауза в игре. Мишель. На Горбунову. Мишель с мячом. Покидает мяч поле. Вот здесь вот первая пауза появилась. Посмотрим, как здесь Долидиана будет себя ощущать. Помогает мне персонал сейчас Долидиане. Ну и честно, друзья, будь вы на стадионе, ощутили бы какую поддержку сейчас от Майорова, главного тренера, испытывает Витебск. Очень много подсказок, очень много наставлений на игру и по ходу игры. Действительно классный тренер. Будет интересно посмотреть за ним. Даже на конце этого сезона. И если все-таки сложится хорошо, то он останется дальше на следующий сезон. То Витебск будет действительно крепкой командой нашего чемпионата. Как сейчас классно действует Качан.
Аут. И в штрафной у нас сейчас Гавриленя, Доля Диана и Горбунова. Ой, как классно сейчас. Кучинская вперед. Прешес. На выходе сейчас ошиблась Скрипунова, благо подстраховали ее партнеры по команде. Аплодисменты сейчас защитникам центральным. Ну вот нормально себя чувствует игруша. Видим мы, что вышла она из-под трибунного помещения. Вроде бы нормально шла. И забирает мяч в руки Скрипунова Ангелина. Был момент, буквально минут 10 назад, показалось, что игра после забитого мяча у Витебска изменилась. Теперь они лидеры, да, этой встречи. Но Бобручанка вроде бы вовремя опомнилась. И сейчас вот что-то пытается навязать Витебску. Бузинова. Рай. Не точно. Хорошо, Рай. Гавриленя. Доля Диана хорошо обыгрывает. Гавриленя, вот это отбор. Замечательный Рай делает. И Гавриленя мяч теряет. Петрова теряет мяч. Хороший прессинг от Гавриленя мы увидели. И пока одни ауты мы видим с вами в исполнении Бобручанки. Что-то конкретного незаметно. Гавриленя. Вот тут нужно аккуратнее играть. Такие сбросы недопустимы. На таких уровнях Бузинова. Бузинова вперед. Против нее Несковцева. Хорошо сейчас на Сидорчук Бузинова пасовала. Но Несковцева. Якушевич выносит мяч вперед. Это фол, друзья, но нет пока желтой карточки, все нормально, все в порядке. Романчук у мяча.
ошибается сейчас при передаче. Нисковцев на долю Диану. Верхолайцева, браво. Рай. Лешис против нее. Хорошо, Рай с ней разбирается. Тут Гавриленя. Верхолайцева, Гавриленя. Доли Диана. Цепляется за мяч и дальний удар. Доли Дианы выше ворот. Летит мяч. Крутила она, чтобы снять паутинку так называемую, но не получилось. Ну и вот пока Витебск покидают силы, видно. Ну либо это затишье перед бурей, друзья. Случай свисток. Фол в центре поля. Капитан команды Якушевич Александра нарушил правила. И что касается замен, то не сильно что-то могут и измениться команды. В плане Шпак и Хромко только из запасных сегодня у Бобруйчанки. А и Карпова и Логинова остались, без учета Козловой, на скамейке запасных у Витебска. Гавриленя успевает Гавриленя, хорошо. Верхолайцева против нее и на выходе. Как здорово все-таки сыграла Ангелина Скрипунова. Незаметно Романович пока что для меня. Время от времени включается она в игру, а дальше все. Рай. Хорошо обыгрывает Кучинскую. Пас нужно адресовывать на Бузинову. Так и есть. Долго целилась Бузинова. Долго целилась. Ну и помощи от партнеров тоже не дожидалась. Офсайд. Это офсайд. Стопроцентный. Забежала Доля Диана в него. Романчук. Верхолайцева. Бузинова. Верхолайцева. Хороший пас на Петрову. Петрова! Кучинская. Ну и что, здесь вот Романович встречается хорошо. Романович на скорости может. На Петрову какая передача шикарная шла. Но браво, защитники. По-капитански сейчас сыграла Якушевич. Верхолайцева, Гавриленя. Гавриленя, Верхолайцева. Нарушает правила Верхолайцева. Опасная позиция. Зная Кучинскую, можно сказать, что и пробивать она будет. Но посмотрим сейчас по расстановке. Есть у Туфи Гифтиели, еще у Бобруйчанки, для того, чтобы завершить эту атаку. Ну, посмотрим, посмотрим.
Итак, смотрим. О, снялись, хорошо. Горбунова. Горбунова. Нужно вперед. Отлично. Нисковцева что придумает? Офсайд. Это офсайд, друзья. Ну где шанс у Бобруйчанки? Почему? Почему они не хотят все-таки забить тот самый мяч? Последняя передача. Из-за последнего касания не хватает. Не пожалить, главное, сейчас. Гавриленя. Рай. Сидорчук. Романович. Качан вперед. Припрессинговать сейчас будет Олещенко. Якушевич. Никто не встречает Якушевич. Якушевич грузит в штрафную. Недовольно Туфи Гефтиели. И Верхолайцева мяча. Верхолайцева. Летит мяч. И Гавриленя бежит вперед. Но здесь Сидорчук встретила ее. Гавриленя еще вперед. Там Рай. Долидиана. Против нее. Не совсем по позиции 19 номер Качан. Дальний удар. И как рядом сейчас свистит мяч с воротами. Браво, Мишель. А у нас замена. Вот только-только Мишель пробила по воротам. И появится Шпак Оксана вместо нее. Ну, Гуанси, Чуйше, Мишель из Камеруна покидает поле. Шпак Оксана на нем появляется. Посмотрим, какую позицию сейчас Шпак займет. Будет ли она играть по позиции или все-таки что-то изменится в структуре. Петрова. Кучинская. Вот Туфи Гефтиели. Пока все перекрыто. В Бруйчанке. Хорошо, Долидиана на Гавриленю, но там, по-моему, Верхолайцева будет первая. Да, сейчас разобрались там защитники с Гавриленей. Петрова с мячом. Встретила ее замечательно сейчас защитник Кучинская. Похоже на судорогу Кучинской. Конечно, на таком темпе играть 80 минут практически матча, это сильно.
Бак у мяча. И удар с лета про Прешес хотела сделать. Хотел сказать Пробис, да. Но не получилось. Анисковцева нужно тянуть мяч этот. И фол. Вот это желтая карточка. Это желтая карточка сейчас для 3-го номера. Романович Виталий зарабатывает. Ну что, посмотрим, как сейчас будут действовать игроки. И хорошо на выходе сейчас играет вратарь. Еще один заброс. И снова Скрипунова. Следующий матч у Бобруйчанки очень тоже тяжелый. Против Днепра Могилевского. На выезде. Но там, конечно же, будет борьба. Посмотрим, как Днепр тоже справится. Сложно Днепру, конечно же, было конкурировать вот там вот в той четверке. По ходу всего сезона. Опасно! Заблокирован еще удар. И нет мяча забитого. Вот это да. Просто какая самоотдача сейчас у игроков Витебска. Мимо летит мяч. Ну а Витебск дома примет сборную Гомельской области. Да, там, конечно, может Витебск набрать очки. В любом случае, я даже думаю, что он их и наберет. Поэтому, действительно, вот эти вот 3 очка для Витебска сегодня, они так же важны, как и для Бобруйчанки. Аут в пользу Бобруйчанки. Есть борьба в центре поля у нас. Анисковцева из нее выходит лидером. Отлично. До Ледяна передача. И как классно сейчас корпус подставляет 10-й номер. Скрипунова далеко вперед. Рай. Пока мяч летает в воздухе. Верхолайцева как сейчас подставила свое тело под этот мяч, можно так сказать. А тем временем чуть больше 5 минут основного времени остается играть командам. Честно, как по мне, Бобруйчанке будет очень обидно увести. Ну, не увести, конечно же, а просто заработать 1 очко с этой игры в свою копилку. Для Витебска это настолько же ценно, как и победа, я считаю, по такой игре.
Но еще есть время, чтобы забить. И, судя по нашему чемпионату, мы знаем, забить еще можно раз 10. Это точно. Цепляет сейчас Горбунова. Это все-таки Луцкевич была, и получает желтую карточку Луцкевич. Вторая желтая в этом матче. Верхолайцева мяча. Высоко, далеко. Да. Рука была у Олещенко. Кучинская, быстро. На Нисковцеву. Сидорчук. Бузинова. Такой пас в разрез хотел отдавать, знаете, как в FIFA, когда играешь. Вот такой же пас сейчас Бузинова адресовывала вперед на Олещенко. Гавриленя, Верхолайцева против. Гавриленя обходит Верхолайцеву. Верхолайцеву как цепляется. Угловой. Именно с этой точки это первый угловой во всем матче. Поэтому я думаю, что к чему-то да он и может привести. Давайте посмотрим. Есть подача. Зависает мяч в воздухе. И это гол. Это гол? Нет, это не гол. Нарушение было, показывает судья, или не было все-таки? Все-таки гол, да, забивает сейчас Бобруйчанка. Счет 2-1 становится у нас. И отличается Эмуабор Брешес. Отлично, поздравляю Бобруйчанку. Действительно хорошо сейчас сделали девушки. Но и недоволен, естественно, Майоров, главный тренер Витебска. Кидает мяч в пределы поля. Ну, есть время у Витебска. Долидиана. Нисковцева. Рай. Сидорчук. Рай. Атакуй, Лера, атакуй, Лера, атакуй! Лера, атакуй, Лерочка, атакуй! Петрова. Не успевает. Верхолайцева не дает Долидиана забрать мяч в свои владения. И Гавриленя не торопится. Уже Бобруйчанка точно торопиться никуда не будет.
Да, придерживали сейчас 10 номера. Романчук вперед. Одна минута добавляется к матчу. Дальше пауз у нас не было. Ну что ж, вот с таким настроением будем заканчивать наш 22-й тур чемпионата Беларуси женской высшей лиги по футболу. Хороший матч мы посмотрели с вами. Бобручанка-Витебск. Достаточно много опасных моментов было. Обе команды забили. И действительно показали командную игру. Где-то было много брака со стороны Витебска, но я думаю, что это все из-за той усталости, которая уже по ходу сезона скапливается и отражается на игроках. 2 желтые карточки у нас в матче были, что опять же показывает хорошую и честную игру, чистую в первую очередь. И прямо сейчас звучит финальный свисток. Матч. Русских полях.